Ну все понятно, значит там, а телефон скрывался, какая-то нестыковочка получается. Попадет все, ему капец. Да, у нас все четко, а по факту. Друзья, всем привет! На связи сервисный центр Час Пик. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же приобрести БУ телефон на досках объявления, какой алгоритм использовать для этого. И для этого мы сегодня спросим это у Сергея. Серег, привет! Всем привет. Расскажи же, как вообще приобрести БУ телефон, если не хватает денег на новый? Вот именно касаясь использовать доски объявления. Есть ли какой-то алгоритм действий? Просто качественно проверить работоспособность. Сейчас конкретно все эти площадки, то есть Юла, Авито, как бы я не говорю то, что они плохие. Они хорошие, как бы они людям помогают. Но самый большой минус сейчас очень много обмана. То, что многие перекупы, кто просто хочет наживиться там, купить какой-нибудь потрепанный телефон, чуть-чуть там в него вложить, выложить на Авито чуть-чуть дешевле рынка, как бы мы же русские любим подешевле, любые люди. Ну, чтобы побыстрее еще продалось, да? То есть тут получается сразу, подешевле. Все-таки есть какие-то сомнения. Ладно, пришел, проверил, вроде все работает. А как мы проверяем? Симку поставили, алло, камеру там проверили, человек нас заговорил, вроде. Сколько раз люди приходят и такие вроде, так он такой как бы милый был, хорошо, опрятно одетый, на красивой машине, а продал говно. Буду называть свои вещи своими именами. То есть, чтобы на такое не попасться, люди, как сказать, доверять магазинам, доверять нам. Это не самореклама, это просто как бы спросите у тех, кто с нами работает, кто нас знает. То есть мы для этого и держим сервисный центр. То есть мы и ремонтируем, мы и продаем. Я не побоюсь слова, то что вот многие сервисные центры, они просто ремонтируют. А вот конкретно у кого есть в продаже еще и техника бэушная, это, на пальцах пересчитать, кто в городе этим занимается. То есть получается вся техника, которая проходит через сервисный центр, она в принципе уже проверена. Кстати, да. Я так понимаю, эта новая партия на проверку стоит, да? Это да. Вот сегодня закупились. Куча айфончиков бэушных. Сегодня проверятся, завтра они также пойдут на Юлу и на Авито. Кстати, ссылочку на наш магазин мы оставим в описании, если кому интересно и кому актуален этот вопрос о покупке БУ телефона. Итак, давай, мы, конечно, еще алгоритм никакой не сказали, пока у нас только получается первый пункт это найти нас и купить у нас. А если, допустим, люди смотрят из других городов, то есть допустим, к примеру, хочу я купить iPhone, да, или хочу какой-то на андроиде телефон приобрести на Авито, захожу, значит, туда, и вот мне куча объявлений. И вот есть какие-то даже очень вкусные цены, когда там телефон стоит 20 тысяч, а его предлагают мне за десятку. В чем тут может быть подвох? Просто человек скидывает трубку или же это какая-то подделка? Вообще есть какой-то диапазон цен адекватных? Или же действительно могут трубки продаваться в полцены от реальной? В полцены это сразу же как бы видно то, что человек его сливает и что-то конкретно с ним не так. Но в таких обычно случаях, когда полцены, там сразу человек пишет то, что трещинка какая-нибудь, либо корпус там в плохом состоянии, либо что-то там менять надо, подшаманить, либо вода там что-нибудь такое попадало. В таких случаях обычно там какое-то дополнение к объявлению идет. Но если в плане конкретно покупки, то есть тут надо смотреть конкретику. То есть если как бы я вот все равно больше отношусь к любителям айфонов, так что буду делать на примере айфонов. То есть, допустим, в руках, что у меня, 5S. Как бы, если человек обычный пользователь, дополню то, что есть ревки, восстановленные телефоны. Раньше об этом не знали, сейчас уже многие уже в курсе, наслышались, как бы. Быстренько, вкратце, что это такое? Восстановленные телефоны, собранные там, перепаянные платы, китайский корпус, китайский дисплей. То есть это лего, грубо говоря? Да, собрано из говна и палок, извините за выражение.
Вот. То есть тут, если не обращаться куда-либо, надо, чтобы позвать друга. То есть у друга, допустим, тоже 5S, и там друг уверен, то, что он его покупал в магазине, там МВидео, связной, МТС, без разницы, то, что конкретно уверены, то, что телефон полностью оригинал. И с двумя телефонами просто приходите и смотрите. И идем играть в игру «Найди отличия», да? Да, то есть находим отличия. Элементарно, даже если китайский дисплей стоит, то есть по цветопередаче будет сразу видно то, что он тусклее. И цвета будут менее насыщенные, чем на оригинале. Также сразу можно понять это по корпусу. То есть на ощупь оригиналы они гораздо приятнее, чуть шероховатые. Китай он может быть просто гладкий, ну и даже покрытие, краска будет видно то, что из баллончика покрашено. То есть щупаем, смотрим, визуально Ну да, и вот оцениваем всякие эти и зазоры, сравниваем. это все будет видно. Ну и функции. Там единственное, уже будем углубляться по плате, то, что могут еще быть проблемы с контроллерами питания. Ну, это уже только проверять, тестировать какое-то время. То есть диагностику надо проводить. Ну, то, что не даже диагностику, это просто день-два им надо попользоваться. То есть я... Раньше так и работали, то, что там с Авито поначалу, когда такого, как сказать, масштабного кидалова не было, люди приходили и там, ну вот давай, типа, договоримся, то, что там сутки на проверку. Сейчас вроде даже человек придет и скажет, да, договорились, а там домой приходишь, проверяешь, оп, что-то не так, ну, косяк нашел. Алло, а там абонент, не абонент, одноразовая сим-карта, все уже, человек пропал. И маловероятно то, что ты где-то его снова встретишь, ну и даже ты, если ты его встретишь, ты ему никакой претензии не сможешь Ну, сделать. естественно, никаких документов, ничего нет, купли-продажи. Ну, вот знакомые, как бы, кто хочет бэушную технику купить, они как бы знают то, что приходят к нам и выбирают там, пожалуйста, как сказать, скидочку там, друзья, не друзья, мы скидки всегда пытаемся сделать, либо чехольчик. О, а также надо сказать, что всем нашим подписчикам да, на всем YouTube нашим канале подписчикам, да неважно, там YouTube и ВКонтакте, и канал, в везде. Инстаграме мы везде есть. Подписывайтесь, смотрите, что у нас там в наличии приходит, не приходит. Также помимо телефонов мы же и продаем аксессуары, то есть шнурки и так далее. У нас самые низкие, можно сказать, цены по городу. Так что обращайтесь, будем вам рады. Ну и также, если вот самое сейчас частое, даже забыл сказать, как бы друг звонит мне и говорит, Серега, хочу бэушку купить, вот на Авито хороший вариант нашел. Типа, как, говорит, поехали, говорит, со мной съездим, проверим. Я сейчас им просто говорю. Звонишь ему, говоришь, вот я хочу купить твой телефон, поехали съездим в сервисный центр Чеспик, они там сразу проверят, и 99% сливаются. Ну, если они заведомо знают, что у них Ну трубка да, поганая. то палево какое-то, все равно там что-то с трубкой не так. Поэтому, друзья, если вы же наши друзья, если вы у нас подписчики, значит вы уже автоматически наши друзья становитесь. Если у вас есть такая ситуация, вы можете смело приходить и обращаться к нам по адресу Красноармейская. 133, и мы на ресепшене ребята как бы помогут, уделят вам несколько минут. В принципе, это недолго занимает. У нас-то глаз уже наметанный, мы сразу определим. Даже там второй телефон не надо в руках держать, я как бы уже сразу вижу, даже когда телефон заблокирован, сразу видно по оттенку, оригинал дисплея или нет. Ну и вскрыть можно. И, кстати, вот это самое главное, то, что многие приходят покупать эти же айфоны бэушные, там у них 6s началась влагозащищенность. И все вот на Авито там. Ну как бы у нас Авито магазин есть, так что можете нас и на Авито посмотреть. То есть у нас там все выложено. И там вопрос начинается. А телефон скрывался? Так, конечно. Мы любой телефон скрываем, чтобы посмотреть, влага там попадала или нет, паялся он или нет.
ну все понятно, значит там проклейка нарушена, то что все там вода попадет, все ему капец. Нет, я такое брать не буду. Официально сейчас Apple компанию недавно выложили информацию, то что их оштрафовали. То, что они везде рекламируют, то, что у них влагозащищенность, там IPS или как это? IP. IP, да. IP68 и так далее. Все можно. А по факту, когда в телефон попадает влага и телефон на гарантии, и приходишь, ты к ним сдаешь, они пишут отказ, то, что попадание влаги. Ну, какая-то нестыковочка получается. И то ли на той неделе, то ли 2 недели назад там опубликовали то, что им штраф за это выписали. То, что они вроде рекламу двигают, то, что да, у нас все четко, а по факту не очень-то. Так что лучше пускай телефон будет скрытым и проверенным. Ну, зачем вам тоже это вот в ванной вы что ли там себя помыли, его помыли? Зачем это надо? Вон, салфеточку взяли. Где там спирт? Намочили аккуратненько. Протерли его. Все, он у вас чистенький. Мыть-то его зачем? Все. И чистый, и обеззараженный. Привет, COVID 2020. Да. Итак, дорогие друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока.